Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии уже ряд лет действует инициированная главой республики практика выезда мобильных бригад врачей в арктические районы. В состав этих бригад обязательно входят специалисты и по глазным болезням. Кроме того, сами офтальмологи уже несколько лет выезжают и в другие районы, где проводят не только первичный осмотр местных жителей, но и проводят полный курс лечения, в том числе и операции. О работе выездных офтальмологических бригад мы сегодня поговорим с гостьей студии Екатериной Захаровой, главным внештатным офтальмологом Министерства здравоохранения Республики. Екатерина Кимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, а как вот все началось, с чего было принято решение сделать выездные офтальмологические бригады? Ну, если разрешите, немного истории могу рассказать, буквально немного, потому что сама территория республики, особенности ее, конечно, очень низкое, неравномерное распределение населения по всей территории, они все, конечно, диктуют вот как раз к созданию такой организации помощи медицинской, как мобильные бригады. Вот. Мобильные бригады были еще известны давно, еще в 1925 году, в том Советском Союзе, в связи с очень высокой заболеваемостью трахомой были созданы вот, в том числе этот трахоматозный диспансер. И на базе трахоматозного диспансера действовал глазной отряд. У него был свой штат, свой бюджет, и они постоянно выезжали, доктора, в районы. Они проводили там активную диагностическую работу, лечебную работу, и в том числе санитарно-просветительную. И вот в результате такой плодотворной работы, потому что глазные отряды выезжали постоянно, это в состав бригад тогда был врач и медсестра обязательно, и в результате такой плодотворной работы, можно сказать, в 1956 году в Якутии трахома как социальное зло, как социальное заболевание было остановлено. Вот, потому что, к сожалению, оно вело к потере зрения. Вот. А далее уже, конечно, появились другие цели и задачи. Конечно, у нас всегда выезжали доктора в районы, еще когда начинала работать молодым врачом. Доктора тоже выезжали в районы, оперировали. Но чтобы оперировать массово, выполнять много операций, вот с этой целью у нас были организованы мобильные бригады в 2002 году. Тогда мы стали выезжать и оказывали помощь нашему населению, делали экстракцию катаракты, тогда обычным способом, большим разрезом, накладывался шов, и мы оперировали где-то 20, а то и 30 человек за один выезд. Это было впервые, так сказать, это было наше, так сказать, нововведение, и выездов осуществлялось в те годы, вот буквально по 2008 год, за год мы выезжали где-то в 4 района. Это было, конечно, мы считали, что делаем очень много, вот, и, конечно, большая помощь это, и прежде всего стало это возможным, потому что на местах работали грамотные врачи-офтальмологи, которые могли подготовить этих пациентов и которые потом осуществляли за ними наблюдение в послеоперационном периоде. Вот, поскольку эти больные нуждались в дальнейшем снятии шва, то потом эти больные, к сожалению, либо опять к нам приезжали уже в город Якутск для снятия шва, либо уже ждали, когда приедет следующая бригада, и следующая бригада тогда выполняла эту процедуру. Но вот уже в 2008 году, когда появились новые современные методы лечения катаракты, такие как факоэмульсификация катаракты, когда разрез всего лишь 2 мм, и шов не надо накладывать, имплантируется гибкая эластичная модель интраокулярной линзы, то есть искусственного хрусталика, и поэтому реабилитация больных идет практически молниеносно. То есть уже сегодня человек может уходить домой, вот, и на следующий день. Вот это стало уже возможным с 2008 года. В 2008 году мы получили очень хорошее оборудование. На тот момент это было современное передовое оборудование. Появились портативные факоэмульсификаторы Катарекс, вот у нас был в частности, и микроскопы легковесные, которые мы могли разбирать и собирать на месте. Поэтому вот с 2008 года мы выполняем эту хирургическую деятельность, выезжаем в районы и оперируем за один выезд достаточно много пациентов. Это, конечно, получается, что мобильная помощь все-таки затратная помощь, но она вполне осуществима. И, конечно, она приносит большое облегчение нашим пациентам, потому что помощь доходит к ним домой. Это же пациенты у нас все, как правило, люди пожилого возраста уже, которым выехать достаточно сложно. Некоторым не позволяют какие-то их хронические заболевания. Кто-то не может передвигаться на коляске. А потом, конечно, такому пациенту всегда нужен
сопровождающие. То есть приехать пожилому человеку в город Якутск для выполнения хирургического вот этого вмешательства по поводу катаракты нужно затратить, конечно, соответствующие финансовые затраты. И, ну, естественно, еще нужен человек, который будет этим заниматься со стороны больного. Конечно, поэтому, когда мы выезжаем, эта помощь очень востребована. Скажите, а сколько человек входит в бригаду и как вы проводите операции? Бригады, состав бригады, вот мы когда шли к этой, ну вот в таком виде, в котором мы сейчас это делаем, мы шли, это мы, конечно, развивались постепенно. Сначала у нас было, например, 2 хирурга, вот когда мы накладывали шов, выезжало 2 хирурга и 1 медсестра операционная. А вот потом у нас состав бригады, когда мы стали делать факоэмульсификацию, существенно расширился, потому что нам понадобился еще и инженер для установки этого оборудования, диагност, врач-диагност, который бы диагностировал, рассчитывал хрусталики. Их же нужно не просто поставить, надо каждому больному подобрать по диоптрийности соответствующий хрусталик, который ему подходит в зависимости от его размера глаза, от его рефракции, от кривизны роговицы. То есть это сложная диагностическая еще работа. Вот, и поэтому состав бригады одно время расширялся достаточно существенно. Но на сегодня у нас получается так, что хирурги сейчас освоили методы диагностики полностью очень хорошо, а наши операционные сестры фактически владеют функциями техников, инженеров медицинских, то есть выполняют их обязанности. И получается на сегодня состав бригады – это 2 хирурга и 2 медсестры, если мы выезжаем где-то на 30 и более операций. А как проходит отбор пациентов на операцию? Ну вот эта выездная помощь, она достаточно сложная, потому что в свое время такая хирургия катаракты, она входила даже в высокотехнологичную медицинскую помощь. Это сейчас ее уже вывели из-за высоких технологий, но это все равно очень сложная хирургия, которая требует дорогостоящего оборудования, дорогостоящего расходного материала. Поэтому, конечно, вот все это возможно было, конечно, все это хорошо звучит, но без грамотных офтальмологов на местах это просто невозможно сделать. Поэтому, конечно, и в самом начале мы выезжали только туда, где были глазные кабинеты, где был врач-офтальмолог, который мог подобрать нам этих пациентов, отобрать их, приготовить их по анализам, и который мог потом осуществить послеоперационное ведение этих пациентов. Екатерина Кимовна, а какие сейчас у нас основные проблемы по офтальмологии в республике? Среди, наверное, людей пожилого возраста это, скорее всего, катаракта. Ну, надо сказать, что у нас лиц пожилого возраста становится больше. Продолжительность жизни в Якутии увеличилась. Мы вот недавно проводили анализ за 20 лет. У нас получается, что у жителей старше 60 лет увеличилось существенно, почти на 40%. Поэтому, конечно, многие глазные болезни, к сожалению, свойственны лицам пожилого возраста. И поэтому офтальмология всегда будет востребована. У нас все равно достаточно много таких заболеваний, как катаракта, глаукома. Ну и хотелось бы, конечно, сказать, что для Якутии это, опять же, климатические условия наши, когда у нас дети ограничены, не могут выходить на улицу, гулять долго, поскольку мы знаем сейчас, что для того, чтобы зрение у ребенка развивалось нормально, он должен 2,5 часа проводить на улице ежедневно. То есть он должен смотреть бесконечно далекое пространство, а не только близко, а не только в стенку, которая расположена, ну пусть даже на расстоянии 5 метров, если это большая квартира, но это все равно ограниченное пространство. Вот. При этом еще, если он находится, постоянно пользуется гаджетами, нашими современными всеми, так сказать, облегчающими нашу жизнь приборами, вот, все это говорит человеку: ой, давайте зрение близко, и поэтому близорукость, конечно, растет. Сейчас уже говорят о пандемии близорукости. Вот, поэтому я думаю, у нас в Якутии, конечно, офтальмологи будут очень востребованы. А вот помимо операций выездные бригады, может быть, проводят какую-то еще профилактическую работу? Нет, ну то, что бригады у нас профилактическую работу, конечно, у нас, можно сказать, что выезжают... Одно время у нас офтальмологические бригады, когда выезжали, они оказывали консультативную помощь, очень большую консультативную помощь. То есть мы смотрели, это вот, например, с 2002 по 2008 год, мы много консультировали, смотрели одновременно. Но нужно сказать, что сейчас у нас эти, так сказать, обязанности разделены. У нас очень много, оказывается, выездной помощи и консультативной в нашей больнице. То есть врачи-офтальмологи выезжают на места и консультируют больных. Это не обязательно офтальмологическая бригада, это раз. А во-вторых, у нас сейчас
расширяются, так сказать, внедряются новые методики. То есть мы не стоим на месте, что вот мы только хирургию катаракты делаем на выезде и все. Мы же знаем, что сейчас у нас на первое место выходит заболевание уже сетчатки. Это так называемая возрастная макулярная дегенерация сетчатки, которая лечится, к сожалению, долго. И это интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза, специальных препаратов, которые останавливают разрастание новообразованных сосудов и улучшают остроту зрения существенно. Но, к сожалению, эти препараты нужно делать в первый год до 5-6 инъекций, а то и 7 инъекций нужно сделать. Поэтому, учитывая это, мы, например, сейчас, в настоящее время, поскольку у больницы, у нашей ведущей офтальмологической больницы, Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, на сегодня в 9 районах есть филиалы. Вот, мы стремимся к тому, чтобы оснастить эти филиалы специальным диагностическим оборудованием, которое позволит мониторировать это заболевание. И тогда бы мы, и на сегодня уже вот в 2 районах это есть, мы оперируем не только катаракту, мы еще и выполняем инъекции интравитреальные пациентам, которым это необходимо. Недавно вы вернулись из Вилюйской группы районов. Как поработали там и какие планы на ближайшие Поработали они месяцев? там очень активно, очень активно. У нас на сегодня выполнено, они привезли 220 операций. 220 операций из 4 районов. Это очень большой труд, это очень большая работа. И это, получается, они в каждом районе разворачиваются, устанавливается операционный зал, и вот выполняются эти операции. В день хирурги выполняют иногда до 40 операций, если там 2 хирурга. То есть каждый по 20 делает. Это тяжелая, такая очень квалифицированная работа. Но хотелось бы, конечно, стремиться несколько к другому, вот, чтобы у нас мы стремимся к тому, чтобы организовывать межрайонные центры, чтобы это у нас, допустим, был такой центр на несколько районов, допустим, в том же самом Нюрбе, и туда бы приезжали больные из Сунтар, из Вилюйска, из Верхневилюйска. То есть там стояла бы такая достаточно условно-мобильная операционная такое устройство, значит, которое бы мы могли развернуть здесь, но, может быть, и в другом районе. Вот. Но больные бы консолидировались там в одном месте, и это была бы более плановая работа, больше плановой работы. Вот стремимся к такому виду работы, к созданию межрайонных центров. Это была бы более правильная, более планомерная работа, так сказать. Вот. Ну а какие у нас еще, мы вводим сейчас еще, вот, что дальше нас ждет, вы говорите, да, после Вилюйска. Ну, дальше у нас выездные расписанные на целый год. Это и арктическая группа районов тоже. Ну и для близлежащих районов мы тоже предлагаем новую форму организации работы. Это хирургия одного дня, когда у нас доктора на местах готовят пациентов. Это близлежащие районы, допустим, Намцы или Горный район. Да? Они приготавливают определенное количество пациентов и говорят, что у них пациенты полностью готовы, 30 человек. И вот у нас где-то в пятницу обычно врач-хирург, молодой специалист выезжает в этот район, еще раз производит отбор этих пациентов и делает диагностические исследования, то есть он подбирает им искусственный хрусталик, и в дальнейшем, вот в понедельник, они приезжают к нам и выполняется им сразу хирургическое вмешательство. Система налажена очень четко. Екатерина Кимоновна, я благодарю вас, что нашли для нас время, и за содержательную беседу вам тоже большое спасибо. Желаем вам дальнейшей плодотворной работы. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.